Было проведено заседание, на котором участники обсудили проект указанного закона, где единогласно проголосовали и рекомендовали принять в первом чтении. Проект закона предусматривает внести изменения в закон Республики Абхазия, о гражданстве Республики Абхазия, следующие изменения. Статью 5 дополнить пунктами Г и Д следующего содержания. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годы, родившийся на территории Абхазской ССР и не имеющие гражданства иностранного государства, кроме гражданства Российской Федерации. Лица, родившиеся на территории Республики Абхазия, Абхазская ССР, являвшиеся несовершеннолетними на момент принятия акта о государственной независимости Республики Абхазия от 12 октября 1999 года и не имеющие гражданства иностранного государства, кроме гражданства Российской Федерации, оба родителя или единственный родитель, которых являются гражданином Республики Абхазия. Статью 5 дополнить примечанием следующего содержания. Для целей пункта Б настоящей статьи лицо считается постоянно проживавшим на территории Республики Абхазия не менее 5 лет на момент принятия акта о государственной независимости Республики Абхазия от 12 октября 1999 года. При выезде за пределы Республики Абхазия не более чем на 3 месяца в течение 1 года. Для получения образования лицо, выезжавшее за пределы Республики Абхазия, для получения образования считается постоянно проживавшим в Республике Абхазия в указанный период при условии возвращения на постоянное место жительства в Республику Абхазия после завершения учебы в течение 1 года. Второе. Выписавшиеся в период с 12 октября 1994 по 1999 годы при фактическом постоянном проживании и повторной прописке на территории Республики Абхазия в срок до вступления в силу настоящего закона. Проект закона предусматривает включение в закон Республики Абхазия о гражданстве Республики Абхазия норм, в соответствии с которыми в целях пункта Б статьи 5 вышеуказанные лица будут считаться постоянно проживавшими на территории Республики Абхазия. Валерий Еремеевич, комитет рекомендовал в первом чтении. Комитет рекомендовал, но коллеги должны услышать. Это важный очень вопрос, по которому людям надо донести наоборот. Не услышав, могут не принять в первом чтении. Нет, там нету половины, это самое, что вы говорите. Близко, там только для образования и участникам войны. А остальные люди, которые трудоустраивались, что это, как его, это сырой закон, который вообще никуда не годится. В 2007 году паспорт был выдан, в 2008 году паспорт был выдан. Люди после этого ходили, голосовали на президентских выборах, депутатских, парламентских выборах голосовали, получали водительское удостоверение. Многие учились в нашем университете, то есть жили здесь, имущество оформляли. Вот. И после того, как закон, вспомнили, что он был принят в 1994-1999 году, эти люди автоматически наши паспортные столы лишили гражданства. Значит, мы в ручном режиме здесь, конечно, каждому пытались помогать, отправляли документы на комиссию, собирали максимально подтверждающие, что человек не выезжал или находился здесь. Но вот социальное напряжение возникло от этого. Поэтому вот то, что здесь прописали, изменения в этой статье, мне кажется, недостаточно. Надо дополнительно еще просмотреть и внести еще поправки. Заходить глубоко и превращать закон о гражданстве в непонятное что, это делать, я считаю, что тоже нельзя. А здесь основные моменты. Люди, которые учились, люди, которые выехали по работе и так далее. Потому что эта цепочка может привести к серьезным потом дальнейшим проблемам. Значит, сегодня как бы вот так вот сразу, значит, давая некую, так сказать, поддержку, я считаю, что вот то, что предложил ОВИР, это основные моменты. У нас очень неплохой закон о гражданстве, который на сегодняшний день ограждает, извините меня, как бы нашу страну от серьезных проблем, которые могут потом возникнуть. Мы сегодня можем, делая хорошее дело, отменить все, а потом завтра мы будем чесать голову и окажемся с большими проблемами. Потому что у нас и так куча проблем с людьми по непонятным причинам, получившими гражданство. И есть другой момент, что
люди, которые воевали и так далее, я не думаю, чтобы ни один президент страны, чтобы этим людям не дал своим указом решение о предоставлении гражданства, такого тоже не было. То есть из крайности в крайность, я считаю, что переходить нельзя. Есть другие граждане, которые для того, чтобы подготовить, извините мне, 3-4 справки, тоже требуют отменить все, что полагается, и не обращаясь ни в суд, никуда, все, значит, сразу решать. Простите меня, есть некоторые процедурные моменты, которые надо проходить. Это, можно сказать, наш основной закон, один из таких, за счет которого мы, возможно, как говорится, решаем много вопросов. Закон, в принципе, не представляет из себя что-то нового. Здесь как-то в освеженном виде представляется система работы с несовершеннолетними, описывается сама схема работы с ними, кто за что отвечает, классифицированные органы, учреждения, системы профилактики, то есть расписаны полномочия, права, обязанности по ведомствам, Минздрава, МВД, прокуратуры и так далее. Нам это в свою очередь даст впоследствии, со временем достроить эту систему в виде приютов или интернатов и выносных хадзбаб. Сейчас на первом этапе нам нужен этот основополагающий закон для упорядочения работы с несовершеннолетними. Потому что если перейти к практическим случаям, то ребенок, попавший в поле зрения, безнадзорный, в Гаграх, как сейчас был случай, его просто некуда девать, никто не знает, кто им должен заниматься, какое ведомство, куда его определить. Приходится это в самодеятельном режиме решать. Будем надеяться, что с принятием этого закона как-то упорядочим все эти взаимоотношения межведомственные в первую очередь. Попадает бумага на имя президента о назначении этого судьи, то есть предложение ее парламента, что парламент его избрал или не избрал, то должна же быть мотивированная, обоснованная какая-то бумага в отказе, когда человек уже работал судьей. После того, как он прошел квалификационный колледж, бумага поступила к президенту, и президент не представляет в парламент эту кандидатуру. Хотелось бы понять для себя, чем мотивируется конкретный отказ кандидатурам судей. Если это носит политический характер, я считаю, это очень плачевно. Просто у нас не принято это, к сожалению, а на самом деле... Я считаю, что была бы просьба, я думаю, все коллеги поддерживают, если, предположим, президент отказывает человеку, который прошел все стадии подбора для того, чтобы стать судьей, на последней стадии, если он отказывает, чтобы хотя бы была бы известна мотивация отказа президента. Возможно, у него есть какая-то информация в отношении этого человека, что этот человек не заслуживает стать судьей. Мы хотели бы знать, потому что эти должности, они ни наши с вами, ни мы депутаты, ни президенты, мы не вечные, нас тоже люди избирают. И это тоже избрание Должна быть понятная, мотивированная, на мой взгляд, оценка дана в прессе. Я не скрываю, почему я это спрашиваю. Очень принципиальный парень, все свое время, который проработал в правоохранительных органах и в суде, прошел, работает судьей, безупречная у него, в общем-то, биография. Рустам Чагава прошел квалификационную коллегию судей. Все документы были поданы на имя президента. Президент отклонил эту кандидатуру. Возможно, обоснованно, я не судья, не могу определить. Но мы тоже хотим знать, почему человек, который проработал столько лет судьей, может, у него есть какие-то, извините меня, такие промахи, что его не могут продлить дальнейшее. Потому что мы в основном, как видите, здесь продлеваем. Я считаю, что этот вопрос такой принципиальный, и думаю, что мы имеем право, и все остальные граждане страны, знать, когда Примеры действующего созыва и предыдущих созывов
когда на комитете судья прошел все инстанции, квалификационную коллегию судей, когда ранее занимал должность судьи, рассматривали на комитете, никаких замечаний кандидатуре нет, комитет рекомендует. Также ставится вопрос на голосование, отказывают ему в избрании, тоже не мотивируется. Если мы ставим вопрос, чтобы был мотивирован отказ, тогда надо ставить его шире не только в отношении президента, но и в отношении парламента. Это как субъективное право парламента, так и субъективное право президента. Две ветви власти у нас формируют судебный корпус. И если одна ветвь власти должна мотивировать, то и другая ветвь власти также должна мотивировать отказ. Мы знаем по закону, не перебивайте. Я еще раз говорю, что депутаты, в отличие от некоторых, когда если они голосуют за или нет, они мотивируют. Мы можем задать вопрос, друг другу задаем вопрос. И мы слышим мотивацию. А это немножко пахнет немножко другими делами. Политическими взглядами людей. По политическим взглядам людей не пропускать какие-то фильтры, как говорится, я считаю неправильно. Все отказы, которые были, они были все оформлены в соответствии с действующим законодательством. И такой же пример приведу, когда кандидатура Гиви Габния была, на комитете вопросов к нему не возникло, тоже все подчеркивали его профессиональные качества, рекомендовали, а потом, когда голосовали, и отклонили. И все... Они могут объяснить, если вам интересно, обратитесь к ним. Было тайное голосование. Да. То мы говорю, что все наши... Тайное голосование вы не путаете. Я не путаю ничего, все наши действия, и не надо политический момент, все наши действия соответствуют закону о судебной власти. Мы отправили, лично я приносил в Генеральную прокуратуру материалы отчета контрольной палаты. Хотел бы узнать, на какой стадии рассматриваются или не рассматриваются, когда мы будем заслушивать здесь их в парламенте эти материалы дела. И второй вопрос, также мы отправляли бюджет, неисполнение бюджета 2017 года тоже в прокуратуру. Когда мы сможем здесь с вами сесть, рассмотреть, я думаю, что можем расширенное совещание сделать, потому что вопросы серьезные. В ближайшее время оба материала будут представлены на парламент, будет заслушан. В ближайшее время это какое время? В ближайшее время это 10-15 дней. 10-15 Да. Значит, На стадии завершения находятся. Более того, когда вы их направили, я вам предлагал принять непосредственное участие, так как будет работать прокуратура. Однако вашего участия там не вижу. Ну, вы меня ни разу не приглашали. Нет, и приглашали. могли бы здесь провести... Кстати, мы здесь должны были сделать его здесь. Многие вопросы, которые мы должны были сделать. А мы на стадии завершения находятся, они будут представлены. Хорошо, через 10-15 дней. Да, я думаю.